Продолжаем нашу лекцию, посвященную Николаю Ивановичу Ашмарину и его деятельности в области чувашского языкознания. В первой части лекции мы с вами остановились на 1920 году, когда Николай Иванович со своей семьей переезжает из Казани в Симбирск. В Симбирск он был приглашен для преподавания в создаваемом там Чувашском институте народного образования. Николаю Ивановичу была обещана хорошая зарплата, квартира для проживания и, конечно же, несмотря на то, что он уже к тому времени прижился в Казани, он решился все-таки переехать в Симбирск, потому что у него действительно было очень тяжелое положение материальное в то время, большая семья, которую нужно было кормить, и Николай Иванович решился на переезд. Но, к сожалению, в Симбирске все оказалось не так гладко, как они предполагали. Именно в это время в Поволжье, как мы знаем с вами, разразился жестокий голод. И, конечно же, это все отразилось также и на жителях Симбирска, на студентах, преподавателях и на семью Николая Ивановича. Тем не менее, Николай Иванович старался читать свои лекции и занятия на самом высоком уровне, несмотря на то, что занятия проводились в холодных, неотапливаемых помещениях, студенты мучились от голода, недоедали. Тем не менее, Ашмарин преодолевал вот эти все сложности и вел занятия. В этом же городе, в Симбирске, в 1923 году им была издана наконец-то вторая часть опыта исследования чувашского синтаксиса. Эта книга тоже вот у меня здесь на столе есть. Эту книгу он сумел издать благодаря помощи другого нашего известного чувашского языковеда Василия Георгиевича Егорова, который через своего брата, бывшим председателем Союза потребительских обществ Чувашской автономной области, сумел добиться издания этой книги. В этой части опыта Николай Иванович рассматривает, изучает прежде всего синтаксис глагольных форм. Это времена глагола, это наклонение глагола, причастие, дипричастие. Уже по традиции Николай Иванович все свои выводы иллюстрирует огромным большим количеством примеров, взятых прежде всего из образцов чувашской народной словесности. Книга, вторая часть опыта исследования чувашского синтаксиса, также стала такой, скажем, классикой в чувашском языкознании, и я считаю, что она не потеряла своей актуальности и до нашего времени. В 1923 году ученого приглашают для дальнейшей работы в город Баку, Азербайджанской республики. Несмотря на то, что ученому предстоял достаточно сложный переезд, очередной переезд из одного города в другой, тем не менее Николай Иванович все-таки решился на этот переезд. Ему, так же, как и в предыдущем случае, также ему было обещано материальный достаток, хорошая зарплата. И, правда, конечно,
в этом случае Николай Иванович в какой-то степени отрывался от Поволжья и от изучения чувашского языка и других языков нашего региона. Но, тем не менее, для него вот этот переезд стал новым опытом в его жизни и полезным опытом, конечно же. Приехав в Азербайджан, в Баку, Николай Иванович с присущим ему упорством, усердием начал изучать азербайджанский язык, диалекты азербайджанского языка, диалекты дагестанских языков. То есть полностью погрузился с головой в эту работу. А так как у него был уже накоплен хороший опыт по собиранию слов для словаря чувашского языка, здесь же ему предложили возглавить комиссию по созданию аналогичного словаря уже говоров Азербайджана. И он также с присущим ему энтузиазмом взялся за эту работу, подготовил программу по собиранию языкового материала для словаря и руководил целой группой местных языковедов по подготовке, разработке этого словаря. Также в эти же годы Николай Иванович посещает город Нухи, это северный Азербайджан. В настоящее время этот город называется Шеки. Город расположен в очень красивых живописных местах: Кавказские горы, водопады, горные речки. Конечно, в этом городе Николай Иванович провел практически целый месяц. Там он собирал материал тоже для своей очередной книги. И в результате этой работы в 1925 году выходит книга, небольшая монография под названием «Общий обзор народных тюркских говоров города Нухи». Эта работа тоже для своего времени стала таким открытием, и, в общем-то, в ней Николай Иванович тоже сделал какие-то новые открытия в грамматике азербайджанского языка, говора этого города. В феврале-марте 1926 года в городе Баку происходят знаменательные события для всего тюркологического общества нашей страны. В это время там проходит первый тюркологический съезд, на который приезжают делегаты со всех тюркоязычных республик нашей страны и даже из-за рубежа. Многие известные зарубежные тюркологи приняли участие, прежде всего, конечно, из Турции, из Венгрии, из Германии, из других стран. Были представлены на этом съезде ведущие ученые Советского Союза, это и московские, и ленинградские ученые, такие как Ольденбург, Щерба, другие известные ученые. То есть событие действительно было очень таким масштабным, очень крупным событием. На этом съезде поднимались очень актуальные вопросы, касающиеся прежде всего алфавитов тюркских языков, и других тоже вопросов, таких как развитие различных направлений исследований тюркских языков нашей страны. Николай Иванович делает на этом съезде доклад. Доклад его называется «Кое-что о прошлом тюркологии и ее настоящем состоянии». Его доклад был, можно сказать, принят на ура. Все делегаты съезда очень положительно отзывались о выступлении Николая Ивановича на этом съезде.
По воспоминаниям его сына Виктора, именно во время этого съезда у Николая Ивановича Ашмарина состоялся разговор с турецкой делегацией, которая приехала также на этот съезд. И, естественно, турецкие коллеги, они были наслышаны и знали о работах Николая Ивановича, понимали, насколько важной его была деятельность по созданию грамматики чувашского языка. И они предлагают Николаю Ивановичу переехать к ним в Турцию. Обещали также ему Золотые горы, то, что он там будет возглавлять кафедру местного университета, жить в хороших условиях. Но Николай Иванович ответил на это приглашение отказом. Он сказал, что его судьбой является Россия, Чувашия, и он должен жить и работать здесь. Из других таких важных событий, которые произошли во время жизни Ашмарина и его семьи в Азербайджане, нужно, конечно же, отметить 3 февраля 1925 года, когда по представлению Восточного факультета Азербайджанского университета диссертационным советом Николаю Ивановичу была присуждена степень доктора тюркологии без защиты диссертации на основании уже опубликованных работ. Это действительно стало таким признанием заслуг Николая Ивановича перед отечественной тюркологией. В 1926 году Ашмарины возвращаются в Казань. И у Николая Ивановича с этого года начинается следующий этап его жизни, второй этап, так называемый второй казанский период жизни Николая Ивановича Ашмарина. В это время он поступает на работу в вновь созданный в Казани Восточно-педагогический институт. Он работает на чувашском отделении в качестве профессора чувашского языка на кафедре сравнительного тюрко-татарского языкознания. Как и всегда, Николай Иванович с головой погружается в свою работу, пишет новые учебные программы, читает лекции студентам. Вместе с ним, его коллегами в этом институте вместе с ним работают тоже такие известные наши деятели, как Никольский и Комиссаров. В этом институте он работает вплоть до 1931 года. За это время он издает еще одну книгу, еще одну монографию, конечно же, еще несколько статей. Монография выходит в 1928 году и называется «О морфологических категориях подражания в чувашском языке». Стоит отметить, что Николай Иванович Ашмарин, он стал первым, кто в тюркологии обратился к этой интересной теме. Действительно, тюркские языки и в особенности чувашский язык богаты подражательными словами, в отличие, скажем, от европейских языков. И это своеобразие тюркских языков, его практически до Николая Ивановича Ашмарина никто так подробно не изучал. Именно с его книг, с его работ начинается целое направление в изучении тюркских языков – это мимология. 13 февраля 1929 года по представлению Восточно-педагогического института Николай Иванович Ашмарин избирается членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза. Это высшая
скажем так, точка признания деятельности нашего ученого. Далее, что еще происходит в это время? Ну, конечно же, нельзя здесь пройти мимо того, что наконец-то в 1928 году возобновляется издание Чувашского словаря. К этому Николай Иванович, можно сказать, шел на протяжении всей своей жизни. В 1928 году выходит первый том, то есть издание словаря как бы возобновляется заново с первого тома. Ну и дальше, в следующие годы, там выходят каждый год по 3 или 2 тома. И к 1933 году в печать уже вышло 5 томов словаря Ашмарина. В это время у Николая Ивановича наконец-то появляются постоянные помощники, которые помогают ему систематизировать материал для словаря, обрабатывать его. В первую очередь, конечно, здесь нужно отметить Николая Андреевича Рисюкова, который впоследствии тоже стал достаточно известным ученым. Он очень много помогал Николаю Ивановичу и после его смерти также продолжил редактирование словаря. Но, к сожалению, Николаю Ивановичу не суждено было увидеть изданными все тома его известного словаря. В 1931 году Николай Иванович уходит из Восточно-педагогического института. Ну, стоит сказать, что в это время институт переводится в Чебоксары, и на базе вот именно чувашского отделения открывается первый вуз чебоксарский, это Чувашский педагогический институт. Но Николай Иванович был уже в это время в возрасте, ему было уже за 60 лет. Он решил уже в очередной раз не переезжать в другой город, остался в Казани и вышел на пенсию. Все свое время он с этого момента решает посвятить именно вот подготовке, составлению чувашского словаря. Часто бывает в Чебоксарах, общается здесь со своими коллегами по поводу издания словаря, с какими-то официальными лицами. К сожалению, издание шло, скажем так, не очень гладко. Все время возникали какие-то то финансовые проблемы, то проблемы политического характера. И, к сожалению, вот до 1933 года было издано только 5 томов словаря чувашского языка. В 1933 году Николай Иванович активно работает над 6-м выпуском. Летом он приезжает в Чебоксары по делам словаря, но при возвращении обратно в Казань он сильно заболеет, сыпным тифом заболевает, и, к сожалению, вот эта вот болезнь становится роковой. Николай Иванович 26 августа умирает на больничной койке. Смерть, конечно, Николая Ивановича стала для всех трагедией, неожиданностью. Похоронен наш ученый на Арском кладбище в городе Казани. Но его ученики после его смерти продолжили дело издания словаря, и несмотря даже на то, что в 40-х годах, как мы знаем, война тоже вмешалась в это дело, тем не менее в 1950 году последний 17-й том словаря был издан. И, конечно, вот эти тома, они являются самым важным, самым главным памятником
Николаю Ивановичу Ашмарину. Вклад Николая Ивановича Ашмарина в чувашское языкознание невозможно переоценить. По сути, ученый явился основоположником чувашского языкознания. Его работы подняли чувашскую науку на новый уровень. Все ученые, которые работали в этой области уже после Ашмарина, создавали свои труды на базе того крепкого научного фундамента, который Николай Иванович заложил своим научным творчеством. Спасибо за внимание. До свидания. Для тех наших зрителей, которые внимательно досмотрели нашу лекцию полностью, я приготовил несколько фотографий, которые не очень известны у нас. И мне кажется, всем людям, кто интересуется творчеством и жизнью Николая Ивановича Ашмарина, было бы интересно их увидеть. Первая фотография – это фотография, которая была снята во время проведения первого тюркологического съезда в Баку. На этой фотографии Николай Иванович у нас сидит в центре. Рядом с ним, получается, слева от него тоже известный тюрколог, ленинградский ученый Александр Николаевич Самойлович. А вот здесь вот тоже с краешку, я думаю, это тоже интересно знать нашим зрителям, сбоку стоит другой наш известный чувашский деятель общественный, ученый, это Михаил Петрович Петров, первый директор Чувашского музея. Он тоже был участником этого первого тюркологического съезда. Следующая фотография, очень она мне тоже нравится, это фотография Ашмарин на Волге. Это в Чебоксарах снято, когда он приезжал в 1923 году. Очень такая хорошая, качественная. С этой фотографией, кстати, была сделана впоследствии известная картина Макарова в 1953 году. Ашмарин на Волге. И еще одна фотография. Она снята в Чувашском музее, тоже примерно в это же время, 1923 год. Здесь мы тоже видим Николая Ивановича Ашмарина, и рядом с ним директор музея Петров, Михаил Петрович Тенихпи. Тоже такая вот не очень, скажем, известная фотография. Спасибо большое. На этом все.